Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Я заметила, что многим понравилось мое прохождение, и у меня есть мотивация снова продолжить ее проходить. Вот так. Ну, продолжаем. Мы остановились на второй главе. Так. Дорогой, у тебя нет лапы. Хорошо, что нет кровотечения. Ха-ха-ха, вспомнила кое-что смешное. Хорошо иметь уютное местечко для отдыха. Мистер Полночь, ты здесь? А что нам здесь надо? Какая красивая лошадка, королю бы она понравилась. Написано Джанс, понятия не имею почему. О, ну что-то подобрали. Я бы смогла из этого что-то сделать. Вот, дверь. Джанс. Я порядком устала от текущего красного молока. Ух ты, пианино. Звучит старомодно. Ой, здравствуйте. Кто тут ко мне прибежал? Малыш, ложись, все. Не мешай. Ну не на меня. Больше вроде ничего нету, да? Ладно, пойдем дальше. Привет, дерево. Больше она ничего не отвечает. Так, ладно, дальше. Ничего себе, вы действительно большой муравей? Кто там? Никого, до свидания. Простите, сэр, вы настоящий? Ты всегда спрашиваешь одно и то же. Всегда. Всегда? Что вы подразумеваете под всегда? Конечно, я настоящий. Откуда ты взялась? Я сбежала из психбольницы, но прошу, не говорите никому. Не скажу, не бойся. Что ты здесь делаешь? Со мной произошли плохие вещи, сэр. Сейчас я ищу своего кота. Кот, говоришь? Да, сэр, черный кот с большими желтыми глазами, мистер Полночь. Понятно, мне жаль, девочка. Значит, вы его не видели? Видимо, кота съели, прожевали и проглотили. Съели? О чем вы? Черный кот, который пробегал здесь в спешке. Я поймал его и отдал своему жукосвину. Мой жукосвин голоден, бедняжка не ел сутками. Время черники прошло, мы все ее съели. Прекратите, мистер Полночь единственный, кто у меня остался. Пожалуйста, скажите, что вы шутите. Девочка, не плачь, если хочешь, я могу тебе спеть. Что мне теперь делать? Вы не знаете, каково это быть одному. Знаю, я последний выживший. Позволь мне помочь тебе. Каким образом вы можете мне помочь? Знаешь, пища не переваривается так быстро. Возможно, он все еще жив. Что мне сделать? Вызвать рвоту у жукосвина? Убей жукосвина, он мой единственный друг, но мне нужно мясо. Убить вашего друга, жукосвина? Я могу, это да. Давай, убей жукосвина, и я, величайший Антонио, буду есть мясо. Что за бред? Жукосвин. Мне кажется, он съел этого робота, кота, а не настоящего кота. Эй, ты, свин, это ты съел моего кота? У меня же была булочка. Странно. А где моя булочка? Куда она пропала? Походу, тут надо, наверное, полить, и из этого дерева, наверное, что-то вырастет, скорее всего.
Что ты за птица? Ежик. Ого, грязный топор. Я буду воином и спасителем вещей. Может, можно объединить? Вот. Я не хочу уничтожать дверь. Зарезать птицу. Я достаточно умна, чтобы найти другое решение, как мне кажется. Так, ну настало время пилюль. Соорудив ход. Колодец. Надо открыть его и посмотреть, что внутри. Не работает? Перышко. Перо щекотки оставлю себе, оно мне нравится. Это обман, здесь нет отверстия. Может сюда дверь сделать? Я должна сделать настоящую дверь, прежде чем пытаться. Ничего. О, вот я про это и говорила. Проклятое любопытство, чтоб его. Мне нравится любопытствовать, иначе как узнать что-то новое? В любом случае, почему вы не отдадите мне ключ? Что вы такое? Что? Это верный вопрос, но почему был бы более уместным? У меня нет времени болтать, сэр. Мне нужен ключ и все. Этот ключ не наш и уж точно не твой. Прошу, отдайте его мне. Я хочу знать, какую дверь можно открыть. Нам все равно, мы тебя не знаем. Вы очень честные, мне это нравится. Я человек Френ, рада знакомству. Интересно, расскажи еще. У меня есть кот, точнее был. Он пропал, и я должна его найти. Правда? Да, правда. Прошу, отдайте мне ключ. Слушай, человек Френ, мы прибыли с юга, как всегда летели. Одному из нас стал любопытен этот ключ, и мы все здесь застряли. Мы не можем освободиться из-за своих длинных волос. Вы тоже любопытны? Я могу вам помочь? Мы часто застреваем в деревьях, но у нас есть то, что нам поможет. Красивый гребень, чтобы расчесывать наши волосы. Хорошо, сделайте это. Есть проблема. Гадкий вор забрал гребень. Теперь мы застряли тут навсегда. Если ты найдешь вора и гребень, ты получишь ключ. Хорошо? Хорошо, но как он выглядит? Это гадкий самовлюбленный крыс. Он забрал наш гребень. Мы не смогли ничего сделать, и он убежал. Пожалуйста, найди его и освободи нас. Я постараюсь. Мы будем здесь ждать. Окей. Напишу. Так, я сейчас все потыкаю. Ладно, возвращаемся. Может, его спросить? Сэр, ох, он уснул. Думаю, он очень старый, ему лет 30. Может, его разрубить?
достать. Или этого. Щекочу, щекочу. Опасность велика, велика угроза. Сэр, проснитесь. Жука-свину не нравится, что его хотят убить. Понимаю, но это совершенно нормально, разве нет? Да, но что мне тогда делать? Ему нужно дать особые ягоды, чернику. Понятно, где мне искать эти ягоды? Я не должен тебе говорить, но у меня есть нужные связи. Они живут в моем доме, у них есть черника. Мой дом в том направлении, будь осторожна. Спасибо, сэр. Сейчас упадешь. Крошечные грибы. На крыше грибная труба. Доброй ночи, миссис Луна. Миссис. Должно быть, это дом муравья. Кажется, дверь открыта, ручку заела. Разрубить? Ох, нет, я сломала дверь, но теперь я смогу войти. Мы можем объединить. Надо приклеить. Опачки. А вот, походу, и клей. Я не должна брать чужие вещи, но мне нужен суперклей. Я сделала дверь. Интересно, куда она меня приведет? Королева мяса. Ух ты, королева муравьев. Не видела ничего подобного. Сэр Муравей, наверное, влюблен в нее. Интересно, как у них работает любовь? Думаю, все дело в мясе. Пришло время чая, сэр. Кто-то забыл помыть кисточку. В тазу вода. Хотела бы я отдохнуть с котиком на этой кровати. Но мне кажется, что под одеялом живут множество существ. Всякие жуки, которые хотят съесть мой мозг. Какие смешные. Сэр, вы очень злой. Ничего себе, вы очень редкие. О, блин. Малый шишка, ха-ха, мило. Черника, ай, больно. Леди Шишка, что вы готовите? Надо что-то сделать. Может. Ну и не топором же. Даже если бы я захотела взять мясо, я не могу дотянуться. А топором? Он бы не был против, если бы я взяла мясо для голодающих. А еще? Ладно. Нельзя. Можно. Странно, я думала, что муравей не готовит себе еду. Какая уютная маленькая лампа. Что это, кальсоны? Все вроде бы. Больше же нам ничего не надо. А если этот домик сломать? Ладно. Попробуем. Я не стану брать сумку, только не с этими муравьями.
Боже мой, борец с жуками, он мертв. Больше не хочу видеть. Сэр, ну вас, на вас куча муравьев. Кажется, они пытаются украсть вашу сумку. А если... Мясо, наверное, надо. Вот. На сумке знак борца с жуками. Сумка открыта. Дезинсектор. Текст почти исчез. Написано дезинсектор. Бедные монстры. Этот жук выглядит безумным. Крысоловка, нужно быть осторожным и не прищемить палец. Это штука. Ух ты, какой большой муравейник. Котик. Тр-тр, бип-бип. Смотри, Френ, я в опасности. Найди меня живым, найди меня мертвым. Бип-бип. Найди меня однажды в золотой клетке. Тр-тр. Почему мне от этого смешно? О, боже мой. Попался. Простите, сэр, мне очень нужны ягоды. Ох, теперь мама бьет меня. Плохая мама. Да, я достала их, они вкусно пахнут. Ох, нет, они закрыли дверь. Ты уже убила жука-свина? Я не чую запаха свежей плоти. О, нет. Что? Ты не мой кот. Мисс, вы спасли меня от страданий. Где мистер Полночь? Полагаю, вы разочарованы. Кого вы ищете? Какое это имеет теперь значение? Я искала своего кота. Мисс, понимаете, я не очень люблю котов. Черный с большими желтыми глазами пытался поймать меня. Правда? Ты часто попадаешь в беду? Но, может, это был мой кот? Ох, моя леди, если это так, тогда он в беде. Почему? Что произошло? Я могу показать. Следуйте за мной. Здесь, недалеко. Вот это место. Кто-то забрал его, мисс. Они просто исчезли. Боже мой, ты можешь рассказать конкретнее? Жаль, но не могу. Казалось, будто земля их проглотила. А я, кажется, поняла. Если я еще могу помочь чем-то, дайте мне знать, я буду поблизости. Я, кажется, поняла. Крыс, кто сделал это с тобой? Мой котик? Очень странно. Собственная дверь заперта. Тьфу. Откройся, почему ты заперта? Я тебя сделала. Нужен ключ.
Ты нашла гадкого крыса? Иди, найди его и верни наш гребень. Прости, это ты украл гребень для волос? Гребень для волос, блестящий и красивый. Отдай его мне сейчас же. Хорошо, но сначала вы причешете мою шерстку. Да, я могу причесать тебя. Спасибо, моя леди, вы очень добры. Что-то мне кажется, что тут, что вот я выбираю, а это отразится потом на концовке или нет. Просто я это... Блестящий гребень, делающий всех красивыми. Ладно, переходим на темную сторону. Вот ваш прекрасный гребень, господа. Ах, человек по имени Фрэм, ты сделала это. Надеемся, ключ откроет нужную дверь. Теперь мы полетим на юг. Прощай. Чудесно. Прощайте, господа. Приятного путешествия. Ура, у нас теперь есть ключ. Ой. Сработало, ура! Какая забавная маленькая дверь. Интересно, куда она меня приведет? Мистер Полночь, ты здесь? Глава 2, часть 2. Раздвоение личности. Боже, где я? Что это? Шляпа? Мистер Полночь? Ох, нет, твоя голова. Котик? Секунду, это не мой котик, какая странная шляпа. Мне нужно найти своего котика, надеюсь, он где-то здесь. Добро пожаловать домой, чудесный котенок. Надеемся, тебе нравится твоя новая кровать. Будь славной, ешь свою еду с любовью, Клара и Мия. Я не лягу в эту штуку. Плита для готовки, мама показывала, как ею пользоваться. Несмотря на то, что я не люблю зажигать спички, всегда кажется, будто мое лицо может обгореть. Медовый мишка, ты восхитителен на вкус. От муки я чихаю, но это забавное чувство. Разрыхлитель, король лев, с ним кексы самые большие. Ага. Шишка, я не прикоснусь к ней. Вдруг она нападет на меня. Вкуснятина, печенье всех цветов и вкусов. Лопатка звучит как касатка, любящая лопать. Острый блестящий нож, ты можешь пригодиться, чтобы вытереть мои маленькие ручки. У меня нет супа, мне не нужна ложка. Ну ладно. Это глаза? Фу. Может, им нравится смотреть, поэтому им нужно больше глаз? У меня есть таблетки, с ними я вижу много странных вещей. Опа, я возьму это, чтобы приготовить ужин для котика. Забавно посмотреть, что у людей есть дома. Посмотрим: банки, молочный бидон и сухие цветы. Ничего интересного. Человеческая голова, кажется. Черепа выглядят очень счастливыми. Возможно, они не осознали, что умерли. Так.
Картина с чайником с нарисованным чаем внутри, с медом и лимоном. Трава, чтобы держать дымоход в тепле. Бедные деревья. Любопытно, кричат ли они в то время, пока горят. Ой. Мистер Полночь, эти девочки, они забрали моего котика. Мне не нравится быть эгоисткой, но это мой котик. Хотя мне нравятся их голубые платья. Поняли, что тебе нравится голубой цвет? Я закрою окно, чтобы холодный ветер оставался снаружи. Я открою окно, чтобы дул холодный ветер. А чё, к чему? Что-то приготовить надо будет, наверное. Опа. Почему эта часть окрашена в черно-белый? Может, у них было мало краски, чтобы закрасить все? Думаю, у каждого свой стиль и вкус. Я не сяду. Мешок смешно пахнет, я не буду его трогать. Я не настолько люблю фасоль. Соль очень хороший ингредиент. Пахнет как сорняк из нашего сада. Ой, открыто. Что внутри? Какая странная вещь, похожа на семечко. Интересно, что это за грибы такие? Части тел белок? Не хочу знать. Котик любит играть с оливками. Может, он считает их насекомыми? Если есть чеснок, то нет вампиров. Перец всегда хорош для готовки супа. Я не буду брать чужую еду, во всяком случае не всю. Какая красивая банка. Это не приносит мне никаких приятных воспоминаний. О, сюда мы можем воду набрать. Окно закрыто, замечательно. Танцующий мишка, у него нет обуви. Но есть галстук, это делает мишку счастливым. Они не пахнут, должно быть, они пластиковые. Это спички, кажется. У меня есть спички, чтобы осветить тьму или ради забавы. Пойдем дальше. Ой, столько всего здесь. Таинственная женщина. Мне нравится синяя роза. Ой, возможно, луна подарила ей розу в знак любви. Какой крошечный домик посреди нигде. Прогулка по берегу не займет много времени. Похоже, что там кто-то живет. У них есть дымоход. Их лица выглядят знакомо, но я не уверена. Может быть... Теперь я понимаю, что хотела лень в клинике. Летающая свинья. Такое дружелюбное животное захотело бы полететь с нами. Уютно и тепло. Дрова по очереди на сжигание. Ой, ваза для цветов. Внутри лежит пепел. Шоколадный торт, мой любимый. Должна ли я? Может, чуть-чуть? Вкусно. Блин, это надо было делать. Этот торт выглядит крайне аппетитно. Я могла бы съесть его целиком. Повсюду карамельный соус. Сладкие конфеты. Вкусно и красиво. Я захлебываюсь слюнями. Я-то голодна, никто не заметит, если пропадет один кексик. Ой, мне дали достижение. Сахар во множестве цветов. В чайнике совсем нет чая. Это не моя чашка. Так. Ой, уже жутко как-то. Монстр, который любит коз. Коза выглядит злой. Думаю, она боится щекотки или раздражена. Ой, столько вещей взяли. Метла для полетов или чтобы прибраться. Картина с красной розой. Комод открыт. Посмотрим, что тут внутри.
черные свечи, чтобы осветить тьму. Мы будем делать обряд какой-то. Сестры не похожи друг на друга. Розовый и голубой, полные противоположности. Это что? Ой, Господи. Лестница, возможно, мистер Полночь там. Нам нужно будет, наверное, здесь отсветить. А, нет. Ой, там кто-то шевелится. Лисичка, ох, нет, хотела бы я снять тебя оттуда. Посмотрим, сестры. У них та же рубашка, что была и у меня в клинике. Но если это те сестры, почему они такие старые? Скорпионы заставляют меня нервничать. Они ходят, вскинув хвост, готовы ужалить тебя. Может, это знак зодиака, а я стрелец. Только одна шляпа. Какая красивая кукла, мне нравится ее прическа. Почему ты сидишь? Тут много кукол, с которыми можно поиграть. Но я бы не стала играть ни с одной из них, они жутко выглядят. Мне нравится мое платье, но эти тоже красивые. Думаю, они мне не нужны. Только бы за маской никого не было. Пыльное зеркало и другие вещи. Я не суну руку в эту коробку. Там наверняка 1000 пауков. Множество крошечных вещей. Это голова ангела. На чердаке можно найти странные вещи. От игрушек на чердаке всегда веет печалью. И это вполне понятно. Я бы не хотела быть брошенной на чердаке. Ой, сюда. Зонтик. Большой зонт. Ой, Господи. Привет, малыши. Хорошо у вас вместе. Похоже, это больно. Не плачьте, хорошо? Улыбнитесь и ведите себя хорошо. Пора спать. Боже мой. Эти ботинки слишком большие для меня. Игрушечный кролик, ты ждешь Пасху? Ты откладываешь яйца или крадешь их у курицы? И как яйцо становится шоколадным? Мне столько нужно спросить, жаль, что ты не ответишь. Мистер Полночь, ты здесь, котик? Мяу. Это ты, боже, мой дорогой друг, я нашла тебя. Френ, это в самом деле ты? Наконец-то. Это я, подойди ближе, дай мне тебя увидеть. Френ, я так рад тебя видеть. Я очень по тебе скучал, ты мне снилась. И вот ты здесь, спасибо, что не сдалась. Я люблю тебя, мой друг. Я тоже тебя люблю, мистер Полночь. Я очень скучала. Дорогая Френ, как ты нашла это место? После того, как те люди собрали тебя в лесу, я пытался следовать за ними. Но спустя время я заблудился, я был слишком слаб, чтобы выследить тебя. Я пытался поймать еду и подкрепиться, но что-то произошло. Кто-то схватил меня и посадил в эту клетку. Мой дорогой, я открою эту клетку. Нам нужно к тете Грейси. Френ, я очень устал, лишь бы все это оказалось дурным сном. Все будет хорошо, мы просто должны выбраться отсюда. Френ, могу я спросить кое-что? Конечно, мистер Полночь, что такое? Ты ощущала мое присутствие в своих снах? Да, ты велел принимать таблетки, чтобы найти тебя. Какие таблетки, Френ? Я такого не говорил. Думаю, кто-то помог нам воссоединиться. Каждый раз, когда ты мне снилась, я чувствовал чье-то присутствие. Правда? Какое присутствие? Это был не человек, но существо было добрым и мирным. Это настоящее волшебство. Хорошо, что кто-то о нас заботится. Френ, ты это слышала? Слышала? Я посмотрю, что это. Я найду ключ. Я освобожу тебя, хорошо? Я люблю тебя. О, мышка. Мистер Крыс, пора вставать. Недавно я встретила другую крысу. Мистер Крыс, вы устали? Сэр. Это было неожиданно. Фу, этот монстр, как много крови.
Любопытно, в чем суть роста кукольных голов? Привет, кукла, кто тебя поймал? Надеюсь, со мной такого не случится. Полагаю, этого не произойдет, если я буду благоразумна. Наверное, когда-нибудь я это выясню. Похоже на пустотелых людей. Видимо, я не единственная, кто может его видеть. Он держит голову, я должна быть осторожной. Картина выглядит очень старой. Мама держит 2 младенцев. Любопытно. Я лягу и крепко высплюсь, когда вернусь домой. Наверняка тетя Грейс постелила свежие простыни. Что за звук? Мне нравится чувствовать головой чистую подушку. Повсюду белые свечи. Что это за звук? Фу, эти игрушки так безобразны. Надеюсь, они меня не слышали. Я не хочу, чтобы они поймали и убили меня. Пинцет, чтобы достать вещи, которые руки достать не могут. Духи пахнут подростками. Милые вещицы, очень по-девчачьи. Наверное, я буду женственной, когда вырасту. Зеркало, но почему в нем нет моего отражения? Ау, зеркало не выполняет свою функцию. В нем есть замочная скважина, возможно, это декор. Опа-на. А я не заметила сначала. Ой. Да блин. Ой. Ох, вы меня напугали, я думала, здесь никто не живет. Вот ты где, мы ждали тебя. Где твоя голова? Моя голова на нужном месте. Драгоценное существо из иного мира. Кто бы еще поверил нам? Простите, но я не могу понять смысл ваших слов. Рейнбоу, это твое имя, так? Твои мама и папа трагически погибли, очень жестоко. А теперь ты жаждешь узнать, кто их убил, так? Помедленнее. Как так вышло, что вы столько знаете? Мы просто знаем, должны знать, мы часть этого мира. Не печалься, такие вещи происходят со всеми, постоянно. Хотела бы я сейчас быть дома со своими мамой и папой. Не желай невозможного, ищи решения и ответы. Да, но мои мама и папа никогда не вернутся. Выпей чай и съешь кусочек торта. Ой, тебе станет лучше. Спасибо, но мне нужно знать, кто вам рассказал обо мне. Ты боишься, маленькая Френ? Конечно нет, мне любопытно и все, я скорее озадачена. Ты еще не спрашивала о своем коте мистере Полночь. Это очень странно для девочки, которая так любит своего кота. Ты так спокойна, ведь нашла его в клетке, голодным и испуганным. Мы должны дрожать от страха вместо тебя. Я люблю его, поэтому я здесь. Я не хотела быть грубой. Ты хочешь его вернуть? Да, прошу, я очень хочу его вернуть. Он мой лучший друг. Прежде чем мы его освободим, расскажи, как ты сюда попала. Это длинная история. Я сбежала из одного места. Из мерзкого места, где детям скрывают головы, чтобы понять, что с ними не так. Фил рассказал мне секреты, я поняла, как сбежать. Затем я пришла в лес и встретила гигантского муравья. Он убил жука, это было ужасно. Потом я встретила крысу, желавшую причесаться. Затем я сделала дверь, и она привела меня сюда. Но когда я зашла, что-то произошло. Больше я ничего не помню. А еще я видела настоящую семью шишек. До того, как я сюда попала, они живут в доме мистера Антонио и любят ягоды. Я видела летающих насекомых, застрявших на дереве из-за длинных волос. Это было тоже в лесу. А теперь я здесь, ищу мистера Полночь. Вот это приключение! Сколько тебе лет, Френ? Мне 10 лет. Скоро будет 11, а вам? Нам 16 лет. Мы старше тебя, поэтому ты должна нас слушаться. Я хочу, чтобы вы открыли клетку. Нам с котиком нужно домой. Ты не поинтересовалась, как нас зовут, как невежливо. И ты не
должна бродить по дому без разрешения. Ты глупая, глупая маленькая девочка без семьи. Прекратите, пожалуйста, простите, я не хотела грубить. Ты плачешь? Если ты плачешь, значит попадешь в беду. Если ты не сделаешь, как мы скажем, ты и твой кот умрете. Ты понимаешь? Да, леди, я сделаю все, что потребуется. Хорошо, теперь слушай внимательно. Ты должна выполнить над нами магический трюк. Любишь магию? Да, Энни тоже колдовала, но она не имела понятия, как это работает. Так вот, эта магия очень мощная, страшная и опасная. Вот рецепт. Будь внимательна и точна, иначе произойдут ужасные вещи. Я не знаю, смогу ли я. Сделайте сами. Мы не можем, это нас убьет, знаешь. Мы не были такими прежде. Мы были двумя разными людьми в разных телах. Ну как вышло, что вы сейчас такие? Однажды ночью давным-давно что-то предстало перед нами. Мы думали, что это был ангел, но это было не так. Он решил, что мы должны провести вечность вместе. Он проклял нас на такое существование. Мы так и не поняли, почему. У нас есть заклинание, чтобы вернуть его. Но мы займемся этим позже, когда не будем привязаны друг к другу. Мы покажем, что он бессилен, он пожалеет о содеянном. Ой, это ужасно, я сделаю все, чтобы помочь вам. Мы соберем вещи, которые тебе понадобятся для ритуала. А пока ты можешь пойти и поговорить со своим котом. Но мы не будем его освобождать, даже не пытайся открыть клетку. Если поможешь нам, мы поможем ему. Звучит справедливо, я буду ждать вас. И, Френ, ты видишь этот ключ? Ты хоть представляешь, что им можно открыть? А? Глупая, приглупая девчонка. Ха-ха-ха. Куда пошла? Ой. Здравствуй. Кто ты? Ты меня слышишь? Я Френ. Что это за запах? Бедная девочка, кто это сделал? Почему? Мне нужно быть осторожнее, защищать себя и котика. Множество крошечных картинок. Здесь есть кот. Когда я вырасту, у меня будет много картин с котами. И других вещей тоже, но я еще не выросла. Горящие свечи. Граммофон. Интересно, работает ли он? Посмотрим. Вот что же Джанс. Минуту, это большой муравей из леса. Это мог быть он, только немного моложе. Джанс. Кажется, я слышала это название раньше. Пишущая машинка все еще работает. Я могу что-то написать, но здесь нет бумаги. Хороший писатель должен знать, о чем писать. На полках много книг и всего остального. Так много, что у меня кружится голова. Я оставлю их там. Совы и коты немного похожи. И те любопытные любят убивать мышей. И являются хорошими компаньонами для ведьм. Так, все наверх. Лестница упирается в стену. Возможно, здесь была моя дверь, а сейчас она исчезла. Придется найти другой выход. Так, сюда. А куда она пошла? Ой, здравствуйте. Снова он, но я не принимала таблетки. Что ж, он открыл окно. Благодарю, но кто он? Эй, ты! Да? Кто говорит? Я жаба. Я должен тебе кое-что сказать.
Да? Что такое? Ты в большой опасности, не доверяй этим девочкам. А почему вы это говорите? Послушай, девочка, я знаю, что могу уплыть отсюда, но они мне не позволяют. Каждый раз, как я пытаюсь выбраться, я возвращаюсь. Этот дом будто огромный магнит. Магнит для жаб и котов. Они любят нас, но не просто так. А чтобы использовать нас, не доверяя им. Это ужасно. Вот почему мой котик здесь. Они дали тебе рецепт для какой-то магии, верно? Как вы узнали? Ты видела мертвую девочку в одной из комнат? Ты закончишь так же, если воспользуешься рецептом. Она пыталась и сделала все неправильно. Что мне тогда делать? Я не очень умный, но на твоем месте я бы подошел к делу творчески. Творчески я сделаю все возможное. И, девочка, прошу, спаси нас. Я очень хочу выбраться отсюда. Большой камень. Оставлю его здесь. Длинная доска. Я могла бы с ней что-нибудь сделать. Ржавый старый велосипед посреди острова. Не думаю, что я далеко на нем еду. Вокруг этого дома нет ничего, кроме воды. Все. Лунный свет на воде такой красивый и спокойный. Я чувствую, будто луна следит за мной. Интересно, лунный свет работает так же, как и солнечный? Так, ладно. Вот здесь что-то подозрительно. Что-то с чем-то надо еще объединить, наверное. И зачем здесь открытое окно? Точнее, зачем его открывать, закрывать? Очень все странно. Так, призыв старого потерянного тела. Потерян во тьме, забывшись в слезах, ваше тело становится ложью благодаря одному ангелу, решившему принести вам печаль. Вам понадобится сердце лягушки, голова юной девственницы, шерсть и кровь черного кота, пентаграмма из пепла, обгоревшее тело лисы. Приготовьте ингредиенты в горшке или котле с большим количеством воды. Собравшись выпить зелье, повторите эти слова. Ой, тут непонятно, что написано. Ладно. А вот это что? С чем-то можно объединить. Ой, использовать. Так, будем думать. Вода в котле, пора готовить. Цветочек. Похоже на растение. Так. Включить надо. Это что? Взрыв.
Может взять. Мы же не использовали таблетки. Ой. Ты кажешься свежим, ты все еще жив? Ты не малыш забрал с собой плаценту. Плацента — это как ранец из крови и питательных веществ. Вижу, тебе здесь удобно, малыш. Мамочка уронила тебя? Наверняка она была больна, это не твоя вина. Привет, малыш, что ты здесь делаешь? Тебя никто не любит, но ты такой красивый, ты мне нравишься. Ты хотя бы на стене, как картину, чтобы каждый мог тебя увидеть. Секретная бутылка секрета внутри. Теперь мне очень любопытно. Что бы это могло быть? Я не могу добраться туда, мне нужен мост. Вот, наверное. Может он. Я срезала веревку, чудесно. Вот, постепенно. Ой, господи. Ай, жжется, почему здесь нет огня? Наверное, вот этим. Ох, я достала бумагу, так здорово. Лягушка умерла, нехорошо есть бутылки. Так, что у нас здесь? Раскрытие истинной души. Мир скрывает от вас правду. Проведите свою душу сквозь жизнь, и вы осознаете цель этого поступка. Если вы пытаетесь испортить эту сущность, ваша душа будет скрыта и никогда не увидит лицо истины. Чтобы уничтожить нечистую душу и дать свободу тем, кто в ловушке, вам понадобится кровь исполнителя ритуала, 5 черных свечей, пентаграмма из пепла, распустившаяся синяя лунная роза, соль и перец, голос человека, которого вы хотите заколдовать. Почему так зачеркнуто? Пеплом нарисуйте пентаграмму на черно-белом квадрате. В каждой верхушке пентаграммы разместите совершенную черную свечу, наполните котел водой, положите в него другие элементы, вскипятите, вылейте на того человека, которого вы хотите заколдовать, и ходя вокруг пентаграммы, повторяйте эти слова. Понятно. Мы можем обратно подняться по веревке. Так. А здесь то же самое? Здесь то же самое. Ничего себе, вышло отлично. Хорошая работа, Фрэнк. Типа, все, кровь надо.
Распустившаяся синяя лунная роза. Волощерёвая, которую охота заколдовать. Пойдем? Может. Может, это семечко куда-то надо посадить? Есть. Теперь нам осталось волос человека, которого вы хотите заколдовать. Нам нужны волосы. Прощай, синяя роза, отправляйся в путь. Теперь моя кровь, надеюсь, она вкусная, правильно? Надо еще здесь поставить. Свечки. Перец. Волшебный суп. Ой, что там было? Волос, а где мне волос достать? Не свой же волос надо. Я уже нашла решение. Я не знаю, что делать, я в ступоре. У тебя есть то, что позволяет видеть вещи, которые другие не видят. Так, ну это мы уже, в принципе, знаем. Кто вам это сказал? Я говорящий, разве это нормально? Не думаю. Но ты говоришь со мной, это делает тебя особенным, это логично. Да, вы правы, но что с того, что я могу видеть? Ты все осмотрела, возможно, ты пропустила некоторые послания. Посмотрим, что я смогу найти. Ты уже нашла решение? Где нам волосы достать? Может, здесь? Скептикам нужна правда на бумаге. Моя сестра пыталась поймать меня, но я убежала. Не страшно, ты поможешь мне? В моей голове сидит монстр. Скептикам некоторые люди верят всему, что написано. Но что это значит? Кто это написал? У меня есть бумага, но что за правда? Мы продвинулись. Наконец-то. Волосы с головы. Френ, вот вещи, которые тебе понадобятся. Ты изучала ритуал? Да, но нужно больше времени. Я не могу запомнить всех слов. Что ж, выучи их быстрее, дай нам знать, когда будешь готова. Девочка, думаю, тебе нужно помочь избавиться от мешка, я помогу. Но он может понадобиться. Поверь, нет, если мы хотим выбраться, этот мешок должен исчезнуть. Я заберу его, ты меня не видела пока.
Послушайте, леди, кое-чего не хватает. Я не нашла в мешке ваших волос. Волосы, говоришь? Они не нужны, мы знаем. Сами посмотрите, здесь так написано в рецепте. Действительно, как мы могли это упустить? Хорошо. Вот, теперь готовься. Есть. Я дам вам знать, как будет, когда буду готова. Наконец-то. Последний ингредиент. Теперь волосы, хорошо. Мне следует дать девочкам знать, что зелье готово. Все готово, пойдемте на кухню. Хорошо, пошли. Пожалуйста, сядьте и закройте глаза, леди. А теперь я произнесу слова. Бонтер экран оир бекма ои буре нами буре игр бонтер экран. Надеюсь, я не вызову демонов. Бекма хофме мондиме гохмай и бурейк и тоис имниме бумаг и бурим ислин. Подожди, это не то заклинание, ты нас обманул. Что я наделала? Боже мой, это неправильно. Почему неправильно? Правильно. Теперь я должна вернуть своего котика. Что такое, Френ? Открой клетку. Не получается, ключ не подходит. Ты видела замок где-то еще? Да, я видела один. Посмотрю, подойдет ли он. Я буду ждать, торопись. В зеркале. Пробовать что-то хорошо, но сейчас от этого нет никакой пользы. В смысле? Ключ был от этой скважины. А это что, головоломка? О нет, обожаю головоломки. Что это? Два скелета? Они маленькие, как я. Я поняла, кто эти двое. Тогда я не убийца. Клятва сестер. Мы, Клара и Мия Бухальмет, клянемся отомстить за несправедливую судьбу, на которую нас обрек Итвард. Кровью и слезами мы клянемся, что убьем его и вернем наши тела обратно. Мы больше этого не вынесем. Несмотря на то, что мы сестры, мы ненавидим друг друга, и мы будем ненавидеть друг друга всегда. Ничто это не изменит. Теперь, когда наши тела соединены друг с другом, мы не можем завершить задачу. Сильнейшие будут жить вечно, слабейшие умрут. Мать должна умереть. Фу. Возможно, эта мама была вовсе не такой хорошей. Моя мамочка была хорошая, она часто меня обнимала. Дуатин, так называются мои таблетки. Но они принимали желтые. Интересно, в чем разница? Двухглавая кукла, видимо, она очень старая. Она довольно грязная, думаю, с ней много играли.
Мои игрушки тоже грязные, я скучаю по кукольному домику. У сестер огромный шрам посередине. Жутко, возможно, они были разными людьми. Кровать и пол выглядят знакомыми. Розовая лента, красивое украшение для волос. Блестящая штучка, выглядит как ожерелье. Должно быть, это ключ от клетки наконец-то. Голубая лента, она мне очень нравится. Жемчуг, наверное, из порванного ожерелья. Бедные девочки. Ой. Так. Думаю, это тот самый ключ. Получилось, мой котик, получилось. Выходи, дай мне тебя обнять. Как же хорошо, я свободен, Фрэнк, мой добрый друг. Ты свободен, мой дорогой, пора возвращаться домой. Да, пошли. Так, может, отсюда можем выбраться? Мы должны вернуться домой, котик. Надеюсь, дорога недалеко. Я тоже надеюсь, Фрэнк, мы сделаем это вместе. Я помогу тебе. Выбраться. Я смогла, сэр Жаба. Девочки мертвы. Прекрасно, теперь я могу отправиться к своей семье. Я тоже хочу, сэр, и наконец нашла своего котика. Я просто хочу домой, тетя Грейс. Ну как вы выберете? Здесь нет лодки. Я думала, что вы нам поможете выбраться отсюда. Я хотел бы вам помочь, но я крошечный. Несмотря на то, что мое тело довольно пластичное, я не могу переправить вас обоих на другую сторону. Дайте мне помогать, не бросайте нас, прошу. Возьмите это, жаба. Должна помочь. Я не сдобная булочка. Но вы липкие и мягкие, прямо как тесто. Ты права, это может сработать. Была, не была. Получилось, сработало. Я большой и чувствую себя великолепно. Отлично, поехали. Идем в мистер Полночь. Конечно, Фрэнк, одно но. Гигантская жаба пристально на меня смотрит. О чем ты говоришь? Он хочет нам помочь, вот и все. Хорошо, если он попытается что-то сделать, это царапало его. Все хорошо, постарайся не ранить его, пока мы плаваем. Тут глубоко, и мы не знаем, какие там обитают существа. Если мы упадем в воду, мы можем погибнуть. Я обещаю, что не буду царапать жабу. Поехали. Эй, девочка, прежде чем мы отправимся, я забыл отдать кое-что. Я видел тебя на этом фото и подумал, что это твое. Наша фотография вернулась. И еще книга, она была с фотографией. Ах, жаба, вы нашли мое семейное фото. Большое спасибо. Я думала, что потеряла его навсегда. Но книга не моя. Что ж, прими ее в качестве подарка. Читать здорово, в ней много картинок. Ого, спасибо, я люблю картинки. Давайте отправляться. Да, поехали, держитесь крепче. О, нет. А, я поняла. А, опять то же самое. Ой.
Надо было просто подождать. Мгм. Ой, блин. Это было не так сложно. Мы на месте, спрыгивайте. Пойдем, котик. Что ж, пришло время отправляться домой. Надеюсь, вы найдете свою семью, сэр. Спасибо, надеюсь, вы тоже. Прощайте. До свидания, сэр, и спасибо за поездку. Фрэн, что нам теперь делать? Искать путь домой, котик. Ты видишь небо? Сейчас рассвет. Скоро все страшные вещи исчезнут. Ах, я такой голодный, хочу спать, хочу домой. Я тоже, котик, мы найдем путь. Я сделаю все, чтобы помочь тебе, дорогая. Пойдем. Посмотрим, что у нас здесь. Ой-ой-ой, скелет малыша. Полагаю, они не успели вовремя. Спокойной ночи и сладких снов. Красивые цветы. С кем тут разговаривать? А, тут котик, наверное, сидит. Сэр, вы те любопытные насекомые, что застревают? Они спят, возможно, они не застряли. Что ж, надеюсь, у них есть свой гребень. У него много корней, они выглядят как руки. Боже, мозг выглядит довольно жутко. Фрэн, пошли, мы должны вернуться домой, не время бояться. Да, но я немного боюсь высоты. Я пойду первым, хорошо? Иди за мной. Хорошо, котик, ты такой милый, я пойду прямо за тобой. Если он не упадет. Фрэн, подожди. Боже мой, я не могу больше держаться, я не хочу умирать. Ты не умрешь, мой друг, давай, ты сможешь, прыгай. Хорошо, прыгай. Я держу тебя. Фрэн, нет. Держит лапками. Не бойся, Фрэн. Мы часто падаем. Но пройдя через боль, мы всегда поднимаемся. Ах, дорогая тетя Грейс, никогда не бросай меня. Не плачь, моя девочка, твое сердце чисто, но твой разум в муках. Ты должна остаться и пойти своим путем. Пожалуйста, тетя Грейс, почему ты просто не заберешь меня отсюда? Прошу. Ты бросаешь меня одну, так же, как это сделали мама с папой. Прости, моя дорогая Фрэн. Ты скоро поймешь. Тетя Грейс, нет, не уходи, пожалуйста, прошу. Фрэн, время принять твое новое лекарство. О, что с ней стало?
Что произошло? Где, Фрэнк, где ты? Мы теперь играем за котика. Ну ладно, мы, наверное, продолжим уже в следующем видео, потому что уже видео очень долго идет. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите в комментарии. Ну ладно, будем с вами прощаться. До следующего видео. Всем пока!